начала готовиться к сезону. Посадила помидоры, перец, цветочки. Роза Каличева – садовод со стажем. Семена на рассаду высадила в конце февраля. В первых числах марта появились всходы. К любой экономической ситуации готова. Всегда в огороде есть картофель, капуста, морковь и лук. Я не думаю, что из-за санкций люди перестанут сажать. Конечно, будут сажать, потому что даже если семена стали дороже, но выращенный продукт, он все равно окупается. Я вот так вот леечкой вот по рядам вот чуть-чуть вот поливаю. Семья Хамидуллиных более 10 лет высаживает уже проверенные семена собственного производства. Каждый сорт стараются подписывать, после чего сравнивают с урожаем прошлого года. Сажают, как и многие садоводы, по лунному календарю. Так рассада быстрее всходит, говорят они. Обычно мы сажаем вот в марте месяце, где-то вот в начале и по 13 число. 13-15 числа. Урожай хороший у нас бывает всегда. И огурцов много, и помидор много. Ради интереса садоводы решили попробовать посадить семена фиников. Каково же было их удивление, когда они стали прорастать? 3 семечки были с магазина, финики. Вот, 3 семечки я посадил, вот один взошел. Бог знает, будет плоды или что. Вот, посмотрим. Дачники уже внесли коррективы в посевную. Год тяжелый, наверное, будет с этими санкциями. И картошку будем сажать. В том году картошку мало сажали, в этом году надо побольше картошку посадить, и свеклу, и морковь. Все будем сажать. Дефицита семян нет, говорят в Союзе садоводов республики. Большая часть посадочного материала отечественного производства. Для садоводов я не думаю, чтобы что-то изменилось, потому что земля у нас есть, удобрения у нас есть, семена, которые используют садоводы, они тоже есть. И в этом сезоне, я думаю, ничего такого не изменится для садоводов. Дачный сезон начнется через месяц. В этом году уж точно, как в той поговорке, «День весны год прокормит». Карина Валиахметова, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.